Раннее утро. Ну как раннее? Я проснулся, прогрел машину. Ну как прогрел? Она как кусок льда была. Полностью замерзшая. 9 дней. Стояла просто низкая температура. 35-37 до 40 достигала. Машину вообще не заводил, как приехал. Приехал я 6 января с рыбалки. Это у нас опять получается 9 дней. Палки не проверено. Ну, в такой мороз, вы сами понимаете, это мало того, что технику пробить, а она уже вон на ладан тоже дышит. Слышите стук? Что-то в районе заднего моста все сильнее и сильнее усиливается стук. Уже, наверное, в течение, не знаю, месяца, может быть, 2. Если он сначала был еле заметен, то сейчас сильнее и сильнее. В общем, если нормально я доеду до деревни и приеду обратно, то машину надо будет ставить на ремонт по-любому. Иначе я где-то точно встряну, блин. Сейчас утром завелся, вообще стук был страшный. Так вот, я говорю, у нас стояли морозы 10 дней. До этого они стояли, получается, больше 10 дней. Потом я съездил, проверил, отпускало немного. Опять ударили морозы. Рождественские, теперь уже получается крещенские морозы. Ну вот, а прогнозы не врут, они дали нам прогноз на потепление на сегодняшний день. Сегодня вышел машину греть, было еще 20-27 градусов. Потом потихоньку, вот сейчас уже 20 градусов тепла. Тепла, говорю, ниже нуля, но это уже тепло. По сравнению с ракетами это уже тепло. Я сегодня вышел, уже и дышится нормально, а то аж дышать было невозможно. Я не знаю, как в Якутии живут при минус 60, но мы уже отвыкли от этих морозов. Я вам говорил, что у нас нет 40 градусных морозов уже в течение нескольких лет. Накаркал, получается. Вот они эти морозы. Ну нормально, ничего страшного, морозы тоже нужны. Будет лед покрепче. Может быть, будет лето нормальное, потому что зима уже сколько, вот 2 раза мороз, почти месяц морозит уже. В общем, выезжаем по плану. Сегодня пока потепление, с завтрашнего дня опять будет температура понижаться по прогнозам. И опять до 37, так что едем мы поднимать наши палки налимовые, потому что далеко накладно ездить, холодно ездить, по бензину накладно. Ивану Григорьевичу я не дозвонился, не знаю, что он с этим новым телефоном делает. То ли он его выключает, то ли он опять с Игорем куда-то поехал. Но звонил ему вчера, звонил ему позавчера, бесполезно, он вне зоны действия. Так что опять я еду один. Если успею по-быстрому все поднять сегодня, то вернусь обратно. Если нет, то стопим избу, растопим печку и останемся ночевать в избе. Но пока нас ждет... Вот, слышите, стучит как сильно? Что-то в районе заднего моста с левой стороны. Или полуось, или... Не знаю что, но надо смотреть, надо разбирать. Что-то там рассыпается потихоньку. В общем, доезжаем до урагана нашего, пробуем его заводить. Все-таки он тоже долго стоял на морозе, стоит на улице он у меня. Весь замерзший, бедолага. Ну и потихоньку до нашего места будем поднимать. Все, сезон закрываем сегодня. Если получится, ближе к поселку что-нибудь да поставим по новой, там хотя бы несколько палок, там, чтобы на свежачок, может, на лимчик что влетит или еще что-нибудь. А так, конечно, будем ездить на лесные речки, на озера. В общем, будем заниматься интересной рыбалкой. Мне уже все пишут, подписчики, что за фигня, надоели эти палки, сколько можно, давай хариуса, давай лесную рыбалку. Скоро, я вам пишу, скоро. Вот оно, скоро наступила середина января. День стал заметно длиннее. Если в это время недели 3 назад было темно уже, то сегодня уже почти светло в это время. Отвезли сегодня детишек в школу. Все, и наконец-то
наконец-то выехал опять. Устал я сидеть дома. На улице мороз, кочегарка топит вообще капитально. Дома жара, около 30 градусов получается. Ну, некомфортно мне сидеть, тем более такое долгое время дома без выезда. Это вообще очень тяжело. Привык уже постоянно выезды. А тут дома. В общем, слава Господи, я выехал. И, короче, друзья, новый выезд, новые путешествия. Не такое оно длинное будет, потому что послезавтра уже мороз. Но денек, мы будем там, возможно, 2. Возможно, мы сегодня и заночуем в избушке. Продукты я на это взял. Поехали, друзья, встречаемся на просторах нашей Печоры. Погнали. Вот такая вот красота предстает перед нашим глазом. Ну вот, наконец-то мы и приехали. Время уже околел, пока ехал. 15 минут 12. Никуда не останавливался, ни на малявках, потому что уже палки решили поднять. Ловушки не стал проверять, лед толстый долбить. Смысла нет. Никуда не останавливался, прямым ходом ехал. Он доехал. Капитально замерз. Вижу, что в избу кто-то приезжал. На буране кто-то был. Так, что у нас там? Мыши на месте. Никто их не ест. Здравствуй, избушечка. Так, тут все на месте, дрова на месте. Не знаю, ночевали, не ночевали. Может быть, и ночевал кто-то. Но давно никого не было. Так. Ловушки не сработаны. На столе мышиных какашек нету. Это что получается? Мышки закончились? Или мы их всех переловили, или они куда-то ушли. Ну вот. Серега Башко писал, надо, говорит, перечную мяту положить, и мышки уйдут. Или деготь березовый. Так вот, в аптеках искал эту мяту перечную. Не нашел. Нету в продаже. Так что комментарии твои читаю, беру во внимание. Но, как мы видим, от мышей мы временно избавились. Теперь растапливаем печку, согреваем избушку, заряжаем аккумулятор на камере, перекусим и только потом уже пойдем поднимать палки. Под фонариком, по темноте, но надо отдохнуть, надо согреться. В общем, будем заниматься хозяйскими делами. Ну вот мы и на нижнем участке приехали. Отдолбили первую лунку. Как и ожидалось, после 9 дней сильных морозов все опять промерзло. В прошлый раз долбил, выдолбил, засыпал. Бесполезно. День-два еще держит, а так все промерзает. В общем, вот участочек, фронт работы. Короче, сегодня, завтра. Но пока все не поднимем, будем долбить опять. В общем, чтобы не тратить лишние усилия, вон выдалбливаю буквально возле палки, только небольшую, диаметром где-то примерно сантиметров 20, где-то около 20 сантиметров. Вытаскиваю палку, снимаю крючок, леску, если никого нет. Если кто-то дергает, то выдалбливаю нормальную лунку, чтобы вытащить рыбу, если получится. Как-то вот так. Потому что каждую лунку, если долбить, это очень долго будет. Ладно, приступаем. Смотрим первую палку. И здесь у меня на этой палке, конечно, никакой надежды не было. Сколько она здесь стояла с самого начала, так никого и здесь не было. Крючка 2 порвало, если не 3. Серега сюда поставил, сказал, что возле берега, да Иван Григорьевич сказал, что возле берега рыба есть, не знаю. Вот там вот рыба налим был.
Здесь никого не было. Вон, вода еще больше упала. О, ох ты, мама дорогая. Придется долбить. У меня здесь еще и банка. Твою дивизию. Вот в прошлый раз не вытащил банку. Надо было вытащить ее. Теперь придется долбить, чтобы банка влезла. Так, отдолбил лунку. Хочу показать, насколько упала вода с начала рыбалки. Вот была до этого сучка. Это, грубо говоря, 20, 40, 60, 80 сантиметров где-то примерно упала вода. Вон, судя по берегу. Это вот так вот лед был. И настолько упал уровень воды. И у меня глубины уже здесь не осталось. Вон буквально метр где-то, наверное. Ну, чуть больше. Метра полтора. Ну чё? Никогошеньки здесь не было. Вон. Даже малек живой. Даже за 10 дней никто его не съел. Ну что? Иди плавай, друг. Тебе повезло. Подумаешь, дырочка заживет. Будет шрам. Шрамы украшают мужчину. Так. Ну, в общем, остальное, друзья, думаю, ясно. Поднимаем палки. Наматываем крючки на картонку. Палки втыкаем обратно в лунку, но не до конца, а так вот, чтобы вдруг, кто его знает, весной буду здесь рыбачить, чтобы не выдалбливать, а немного тюк-тюк-тюк-тюк и вытащить. Может быть, эти палки еще и пригодятся. Так что пока выключаюсь. Если кто-то будет дергать, то сделаю включение, потому что на улице холодно. И чтобы сэкономить заряд аккумулятора, будем снимать только по существу. Пустые подъемы палок, как я наматываю, как я поднимаю, думаю, мало чему интересного снимать не будем. Поехали! Начинается самый грустный этап в зимней рыбалке — поднятие палок. Это все, конец сезона. Но мы еще не прощаемся. Подъем у меня на этом участке. А если получится, я несколько палок все-таки рядом с поселком поставлю, пожалуй. Но это только в планах. А что будет на самом деле, покажет время. Рекламная пауза. Следующее включение будет на налиме. Ну что, друзья, вот походу и первый трупак. Буквально вон сразу же вторая палка. Помните, здоровая жердина была здесь. Потом еще кучу веток вытащил. Второй раз зацеп. Пару крючков рвал. Последний раз проверял, вроде бы налимчик был даже в веточку запутанный. Вот сейчас отдолбил. Тоже зацеп. Зацеп оторвал. Думаю, бог с ним, пусть рвется. Оторвал. И чувствуется вес, такой хороший вес, натяжка, но не дергается. Это, дай бог, что, конечно, это была коряга, но мне кажется, это трупак. Скорее всего, налим. Скорее всего, собачий корм. 9 дней. Конечно, я 6-го. Сегодня 15-6, да, 9 дней. За 9 дней любой налим испортится. Глубина тут впечатляющая. Так. Пролезет, нет? Еще и не лезет. Или это опять коряга? Хорошо бы, конечно, если это коряга. А если нет? Блин, не видно. Надо было шумовку взять. Лед толстенный, больше 40 сантиметров, наверное.
Так, все, здесь отцепился. Не лезет. Не лезет. О, полез. Коряга. Или что это? Сетка. О, ой, что я поймал. Ничего себе. Сетку поймал. Ага. Вот те мусорная яма, блин. Поймал, короче, друзья, рыболовную сеть. Я думаю, что не идет. Вон где. Вон куда я рву. Кто-то кидал сетку. Или что это, я не пойму. Сеть, не сеть. Сетка, или тряпка какая-то. В общем, не на лиме, то хорошо. Блин, столько мусора я уже здесь вытащил. Обалдеть. Но маленького налимчика я здесь на этой лунке все-таки поймал. Еще вроде бы средний был. Ну не трупак, и то хорошо. Поехали дальше. Лед вот такой где-то. 5 сантиметров. Ну, какой основной лед, так и здесь. Был бы основной лед сантиметров 60-70, а он бы и так промерз. Так, 4-я палка. Она нам давала не одного налима, как-то двоих сразу давала, еще потом давала. В общем, рабочая палка. И сразу немножко пошире продолбил, потому что здесь был живой налим. Как бы есть надежда. Ну а если нет, как я вам и обещал, все мелкие налимы будут отпущены на волю. Если никто их не съел, как сказал, так и будет. Так. Смотрим. Так, никого походу нет. Вот он. Вот он, живой налим мелкий, которого я насаживал. Вон, теперь смотрите, он 100% живой. И теперь он будет отпущен на волю. Ни коту, никому. Вот теперь расти. На спине просто будет небольшая дырочка здесь вот. Она благополучно заживет. Теперь он у нас меченый. Иди. Он теперь 100% выживет. Как бы понятно, что у него пищевод не порван, жабры целые. Если он 10 дней пожил на крючке, значит он живучий. И теперь он 100% выживет. Только будет меченый. И может быть, кому-то или мне он опять попадет с отметкой на спине этих мелких коту. Вот. Это о чем говорит? Если 9 дней налим здесь проторчал и был живой, то здесь поблизости крупного налима нет. Так что никакого сожаления нету, то что я поднимаю палки. Все нормально. Значит, так оно и надо было. Не, надо ближе ставить. Очень много уходит бензина на дорогу. Очень много времени. Холодно ездить. Просто была надежда, что здесь будет нормальный выхлоп. Место хорошее, народу мало, что будет налим. Нифига подобного. Как здесь клюет, так же бы я и возле поселка поймал. Ладно, что, попытка не пытка. Зато попробовали новые места. Все. Сейчас еще хочу показать вам, как я втыкаю палки. Это убрал. Это сейчас я их намотаю на картонку, пока временно. А потом дома уже на нормальном мотовильце. Вот так вот
Если полностью воткну, оно замерзнет, и весной при надобности мне надо будет опять долбить ее, что тяжело будет. А так вот я немного кончик только раз. Оно сейчас примерзнет все это. И весной мне только надо будет, солнце будет припекать, палка будет оттаивать. Я просто вытащу ее, пробурю ледобуром на 15 луночку, и никаких проблем не надо будет мне продалбливать все по новой. Короче, очень удобно. А если палка будет до конца, она хоть и будет крутиться, но через лед она не вылезет, потому что начало палки меньше диаметр, низ широкий, и она будет застревать. А так я просто ее вытащу, рядом сделаю луночку, воткну, и нормально будет. Таким макаром я буду поднимать и остальные палки. 8-я палка, результат нулевой. Хочу показать вам еще одного счастливчика, который вот так вот слабо попался. И, конечно же, теперь он пойдет в родную стихию. Иди. Все. Ушел. Кто-то мне в комментариях писал: вот дизлайки тебе ставлю, ты мелких налимов не отпускаешь. Повторяюсь еще раз. Мелкий налим — это отличная наживка для крупного налима. Я его отпускать не собираюсь. Я его буду насаживать, ловить на него крупного. Но когда он мне не нужен, я палки поднимаю, дальше он как рыба-то, мне она не нужна, вот эта мелочь. И коту я могу другое что-то отдать. Если она живая, слабо зацепилась, я всегда отпущу, если не надо. Но если она нужна мне в качестве наживки, то уже извините, значит, ему не повезло. Значит, она будет работать до последнего. А так все, она отработала. Все, пожалуйста. Все-таки мне надо было поднять тогда палки, когда последний раз сюда приезжал, и не компасировать мозги, а то я все отдолбил, вроде бы лунки широкие. Все хочешь, как бы жалко уже, продолбил вроде. Я же не думал, что на 9 дней еще морозы, еще похлеще декабрьских ударят. Видишь, погода вносит свои коррективы. Планируешь одно, а на самом деле получается совершенно другое. Ну ничего страшного. Может быть, что-нибудь да еще и попадется, что было бы не лишним. Так, друзья, у меня небольшая поломка. Ну как небольшая? Очень даже большая, вон. Вроде бы мелочь, пластмасска. Но на морозе сломалось у меня крепление от моей GoPro. Вот такая вот поломка, отломалась. И теперь я могу только снимать. Только так. Достал, начал выпрямлять. Все сломалось. Что я достал камеру-то, вон. Хочу показать вам. Не уронить бы еще одного налимчика. Вот попал еще один малыш. Еще один малыш. Сейчас аккуратно его. Ну как получится. Но вроде получилось. Так, вот так вот. Сняли. Нету налима. Был бы налим, он такого мелкого бы по-любому взял. И отпускаем. О. Счастливого плавания. Третий мелкий налим. Ни одного крупного. Мальков тоже где-то 50 на 50. Где-то есть дохлые мальки, где-то нету, видать, ясь попадался или еще что-нибудь. Вон, тут вот на одном был налим, на втором вот 2 малька было. Подохли, так никто и не взял. Значит, время налима прошло. Река реки разница. Где-то налим вот в южных районах Коми, получается, ловится ближе к весне. Где-то он ловится на Енисее всю зиму.
А у нас по перволёде что поймал, и потом фигня полная получается. Ну нет, в январе бывает там раз, единицы такие. В феврале, до конца февраля еще бывает. В марте, апреле точно уже никого не поймаешь. Везде по-разному, почему, не знаю. Так что теперь я даже... Нет, я покажу, конечно, если что попадется. А на улице уже начало темнеть, так что сегодня придется работать нам под фонариком. Настроение 0. Руки устали. Лед толстый. Короче, фигня полная получается. Ну, половину я сегодня подниму точно, чтобы завтра верхний участок поднять. И на удочку порыбачить у меня нифига не получится опять. Ну ничего, все впереди. У меня вся весна впереди. Так что мы еще порыбачим. Ну что, друзья, вот наконец-то дождался я натяжку. Натяжка нормальная такая, хорошая, налим, стопудово налим. Не меньше 3-4 килограммов. Не знаю, как получится у меня заснять. В прошлый раз на этом участке налим был на 3-й палке. Сейчас получается 5-я палка с конца. Все палки я уже почти поднял. Осталось вот 5 палок. Если бы я начал с конца, как в прошлый раз, возможно, я бы снял этого налима красиво. Самое плохое то, что нету крючка у меня. Я не знаю, как я буду его доставать. Как я буду снимать, тоже не знаю. Ладно, снимать-то ладно. Попробуем вот так вот поставить. Как-нибудь. Не уронить бы только. Так, лучше это снять полностью. Его снять. Блин, как не вовремя сломалось крепление. Сейчас вот так вот попробуем сюда на рукавицу вот так вот поставить. Надеюсь, видно. Надеюсь, видно. Так, ну что, друзья, надеюсь, видно. Крючка нету. Пробуем достать налима голыми руками. Дай бог, чтобы он не сошел. Налим живой, дергает, хороший, вес вообще здоровский. Так. Ну давай с боком. Вон, вес по палке уже чувствую. Сразу понес вниз. Так. Пока есть натяжка. Просто сумасшедшая. И крючка нету. Мама дорогая. Опа! Есть. Так, там еще что-то есть. Вот, этот налим. Вон, друзья. Очередной раз, друзья, доказываю. Вон, насаженный налим. Не маленький, вон какой налим, сантиметров, получается 30 почти, 25 сантиметров. Как бы не сошел. Я его насадил за бочину, вон. За бочину. Вы говорите отпускать. Вот. Если бы я его отпустил, как бы я его поймал? Вот такого здоровяка. Вот он. Ну, не сильно-то и здоровый, но килограмм она 4 потянет по-любому. 3,5 есть стопудово. Вот такой вот. Блин, и там еще что-то, то ли зацеп, то ли что. Не пойму ничего. Почему так? Леска не идет. Может, просто крючок зацепился второй. Ай, не кусай. А, просто об лед зацепился. Мне даже тебя ударить-то нечем, блин. Ладно, ударим лопатой. Вот такая вот красота. Вот, друзья. Вот такая красота.
Вон. Янцкадан. Вон. Отличный налим, я уже рад. И опять, вон, сколько я вам говорил, и опять попался вот на такого маленького налима. Так что мелких налимов я... Сейчас я после этого уже снял троих, заснял. Еще четвертого я выпустил. Ну, это дохло, я выпускать нет. Ну, и отпустил бы я прошлый раз его. Этого бы налима 100% не было. На мальков они не берут. Ерша у меня нету. Вон, лучшая наживка все-таки это мелкие налимчики. Что бы ни говорили. Ну, вон он. Вон результат на лицо. Янцкадан, друзья. Янцкадан. Уже не пустой домой приеду. И это вот так вот. Вот так вот, друзья, вот так. У меня... Я без настроения уже все поднимаю. И вот тебе. Фу. Все, мне больше ничего не надо. Я уже доволен. Я уже рад. Главное, что не пустой. Больше всего не люблю приходить пустой. У меня теперь настроение поднялось. Я теперь буду поднимать и припевать. Рекламная пауза, друзья. Вот так вот все. Так, друзья, у нас вот эта третья палка, где в прошлый раз был крупный налим. У нас здесь опять налим. Да ладно, не налим. А вот тот мелкий налимчик, кого я насаживал. Вот видите, как я насаживаю? Он живой. 100% живой. Крупного налима не было. И вот так вот я раз. И амнистировал. Удачи тебе. Тебе повезло. Вот и малек. Здесь налим не проплывал. Но здесь место хорошее, потому что вот третья палка, четвертая и пятая палка, считай. При всем без клёве 2 крупных налима. Место запомнили. Не знаю, приеду ли сюда ставить опалки на следующий год, потому что это очень далеко и очень накладно ездить. Очень холодно. Что-то я накатался за этот сезон. Так, ну что, у меня осталось 2 палки и поедем. Так, ну что, друзья, я не знаю, видно, не видно. Мы на среднем участке продолжаем подъем палок. И мы не так просто включились. И мы не просто так включились. У нас для этого есть повод. Не включался, потому что я не понял сначала. Идет, что-то вроде не дергается. Есть, друзья, есть налим. Вот он. И опять же он попал на мелкого налима. Вот. Попал мелкий налим. Он его обсосал. Выплюнул. Но попался на крючок. Почему он не шевелится? Он только-только уснул. Он жабры еще красные. Глаза еще блестят. Уже, наверное, не шевелится. Не. Только-только уснул. Килограмма на 2,5, наверное. Вот такой вот налим. И еще очередной раз доказывает то, что вот на мелких налимов попадают крупные налимы. Первый участок мне нижний дал налима крупного. Второй тоже дал налима. Ну, осталось взять налима на третьем участке, и все будет вот так. Я просто счастлив. Ничего страшного, что он уснул. Он даже близко не испортился. Я не понимаю, почему вот на Енисея уснул, все, значит собакам. Почему собакам? Он же не испортился, если каждый день проверять. Это вот только-только уснул, по-любому. Может даже и шевелится, нет? Не знаю. Ничего страшного. Круто. Янцкадан. Ох, Янцкадан. Я рад. Я уже рад. Хотя лед приходится долбить. Лед просто толстенный. На каждую лунку уходит минут 15, наверное. Ой.
Ничего страшного. Осталось мне отдолбить на среднем так 3 палки и поедем в избу. Верхний участок раздолбаем завтра. Ну вот, друзья, и закончили мы проверку 2 участков. Не проверку, а поднятие палок. Подняли на нижнем, подняли на среднем. Задолбался конкретно. Время у нас уже 19:17. Целый день на реке. Пошел снегопад, дует северяк. Не жарко, не жарко. Вроде и долблю, а все равно холодно. Где-то градусов, наверное, 20 есть по-любому. С ветром северным это... Ну что, вот наш улов. Это вот... Вон сколько снега уже выпало. Это вот такой вот здоровяк у нас. На нижнем участке был вот такой вот. И вот этот чуть поменьше. Ну не чуть. На пару килограмм по-любому поменьше. На среднем участке. Вот так вот. 2 налима уже есть. И это здорово. Ой, блин, снег выпал, не видно нифига. Ладно, друзья. Встречаемся в избе. Скоро будет ужин. Мы его заслужили.